Қытай-Қырғызстан, Өзбекстан темір жолын Xitoy-Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li hisoblanadi. China-Kyrgyzstan, Uzbekistan Railway Project. Железные дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Железная дорога Китай-Кыргызстан, Узбекистан. Зачем этот проект Кыргызстану? С начала 2000-х годов в обществе периодически всплывает загадочный и амбициозный проект «Железная дорога Китай-Кыргызстан, Узбекистан». Он обсуждался в кулуарах, упоминался в новостях, становился предметом слухов и споров. И вот теперь, спустя годы ожиданий, этот маршрут снова выходит на повестку. Но уже не как идея, а как реальность. Что изменилось? Почему именно сейчас? И главное, зачем эта дорога вообще нужна Кыргызстану? Вроде бы обычная инфраструктура, но за ней скрываются намного более серьезные смыслы. От вопросов национальной экономики до глобальной геополитики. Именно об этом мы и поговорим. В этом выпуске мы разберем, что стоит за этим проектом, почему он вызывает столько споров и ожиданий, и что он может изменить для кыргызстанцев. Ответы могут удивить. Глава 1. Торговая война. Главные мировые торговые артерии – Малаакский пролив, Суэцкий и Панамский каналы, Северный морской путь – это не просто линии на карте, это нервная система мировой экономики. Перед вами глобальная карта торговли. Именно по этим маршрутам ежедневно проходят миллионы тонн грузов. От банальных салфеток до айфонов, автомобилей и высокотехнологичного оборудования. Это кровоток современной цивилизации. Торговля испокон веков была основой могущества государств и ключевой причиной войн. Ради торговли возводились империи, открывались континенты и прокладывались морские пути. Ради нее происходили географические открытия, индустриальные революции и создавались армии и флоты. В современном мире именно экономическая мощь, логистика и доступ к глобальным рынкам определяют, будет ли страна выживать или процветать. Глобальные торговые пути. Кто их контролирует, тот управляет миром. Значимость этих торговых путей в мировой экономике и политике. Суэцкий канал. Панамский канал. Малаакский пролив. Это не просто линии на карте. Это жизненно важные артерии мировой экономики, по которым ежедневно движется до 90% всех товаров, продаваемых на планете. Нефть, газ, продукты, одежда, техника и даже такая мелочь, как зубочистки. Все, что мы покупаем, проходит через эти узкие, но стратегически важные точки. Поэтому любой сбой на этих маршрутах становится глобальным потрясением. Суэцкий прецедент. Одна пробка, миллиарды убытков. В 2021 году контейнеровоз Ever Given перекрыл Суэцкий канал. Результат – 400 миллионов убытков в час, почти 10 миллиардов в день. Цена на нефть взлетела на 5% в первые часы, а крупнейший производитель бумаги Сузана СА заявил, что в 80 странах может закончиться туалетная бумага. Один корабль и цепочка поставок во всем мире пошла по швам. Это стало символом уязвимости глобальной экономики, зависящей от нескольких узловых точек. Поэтому эти мировые торговые пути критически важны для каждого жителя планеты. А для стран торговые маршруты являются предметом геополитических противостояний. Северный морской путь. Новый маршрут, новая борьба. Россия и Китай продвигают альтернативу южным маршрутам «Северный морской путь» через Арктику. Преимущества очевидны. 15 тысяч километров вместо 24 тысяч через Суэц. 20 дней в пути против 40. Если этот путь заработает на полную мощность, медведь и дракон получат беспрецедентное влияние на мировую логистику и торговлю. И это уже не теория. Это часть реального геополитического передела, который идет прямо сейчас. Железная дорога Китай-Кыргызстан, Узбекистан. Как она вписывается в эту борьбу? Может показаться, что железная дорога через Центральную Азию не про это. Но на самом деле в центре всего.
Проект Китай-Кыргызстан-Узбекистан – это наземная альтернатива морским маршрутам, часть инициативы «Один пояс, один путь». И Кыргызстан становится не просто транзитной территорией, а стратегическим партнером на этом пути. Что это дает Кыргызстану? Участие в этом проекте – это выход на глобальные рынки без обходных путей и блокировок, включение в главные логистические цепи 21 века, шанс превратить страну в региональный транспортный и торговый хаб, второй Дубай Центральной Азии. Кыргызстан получает не просто железную дорогу, а инструмент экономического роста, политической самостоятельности и международного влияния. Вывод. Мировая торговля – это геополитика нового времени. Кто строит маршруты, тот строит империю. Кто прокладывает путь, тот определяет правила. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан – это кирпич в основании нового миропорядка, где Кыргызстан может не просто участвовать, а занять лидирующее место. И этот шанс исторический. Глава 2. География – это судьба. Сегодня основной торговый путь Кыргызстана, сухопутный коридор север-юг через Казахстан в Россию и Европу, сталкивается с серьезными ограничениями, низкой пропускной способностью и зависимостью от транзитных стран. Это делает маршрут нестабильным и уязвимым к внешним рискам. Второй ключевой путь – автомобильный маршрут Ош-Эркеч-Там-Кашгар, соединяющий Кыргызстан с Китаем, проходит через высокогорные перевалы и имеет ограниченную пропускную способность. Подобные географические и инфраструктурные проблемы характерны для большинства направлений. По оценкам экспертов, Кыргызстан использует лишь 20% своего транзитного потенциала, теряя сотни миллионов долларов ежегодно. Глава 3. Уверенность и решительность. Впервые за 30 лет Китай, Кыргызстан и Узбекистан официально подтвердили политическую готовность реализовать проект железной дороги, закрепив ее в трехстороннем соглашении, подписанном 15 сентября 2022 года на саммите ШОС в Самарканде. Это стало геополитическим сигналом о начале практической фазы – от планирования к строительству. Уже в 2024 году завершено технико-экономическое обоснование, а в 2025 году стартуют строительные работы на участке Таругарт-Джалал-Абад. Маршрут железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Общая протяженность железной дороги составляет 523 километра. Это ключевой международный маршрут, соединяющий Китай с Центральной Азией и Европой. Китайская часть 165 километров. Начинается в Кашгаре, Синьцзянь и ведет к пограничному переходу Таругарт. Инфраструктура на китайской стороне уже частично готова. Самая сложная часть проекта – Таругарт, Арпа, Макмал, Казарман, Джалал-Абад. Маршрут проходит через высокогорные районы до 3500 метров, требует 90 мостов и 40 тоннелей. Впервые обеспечит железнодорожную связь между востоком и югом страны, усилив внутреннюю связанность и транзитный потенциал. Что дает этот маршрут? Сокращение пути до 1200 километров по сравнению с северным маршрутом. Снижение времени доставки до 10 дней вместо 20. Удешевление логистики до 30%. Узбекская часть 50-70 километров проходит от границы с Кыргызстаном до Андижана, соединяясь с существующей ЖД-сетью. Выход. На запад – Ташкент, Казахстан, Европа. На юг – через Бухару и Навои в Иран и Индийский океан. Рельеф преимущественно равнинный. Строительство дешевле и быстрее. Связи с международными коридорами. Срединный коридор, Middle коридор. Кыргызстан получает доступ к Каспийскому морю и далее в Европу через Азербайджан, Грузию и Турцию. Вывод. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан – это не просто региональный проект, а транспортная артерия, соединяющая восток и запад, юг и север. Она превращает Кыргызстан в транзитный узел Евразии, открывая новые горизонты для экономики, экспорта и международного влияния. Эпилог. Эта магистраль – неотъемлемая часть новой модели суверенного развития, которую продвигает президент Садыр Джапаров. Его действия в направлении реализации